На Дакар в Саудовскую Аравию «Синяя Армада» отправилась на 4 грузовиках в ранге безоговорочного фаворита. Вопрос был лишь в том, сколько экипажей по итогам 12 этапов гонки займет подиум. А это во многом зависело не только от мастерства гонщиков, но и от спортивного везения. На 5-м этапе неожиданно вышел из строя двигатель прошлогоднего победителя Дакара Эдуарда Николаева. Экипажу пришлось ремонтировать машину прямо на трассе, благо каждый из камазовцев знает свою боевую машину от и до. Вернулся экипаж Николаева в бивуак только под утро и прямо с колес вновь отправился в путь, но уже в качестве быстрой технички. Что все-то? Подумаешь, мотор перебрали. Но это марафон, это Дакар, поэтому каждый участник должен пройти через это, я считаю. Задача у Сотникова и у Каргинова было поддерживать первых 2 экипажа. Всегда так было у нас в команде, что ты едешь в темпе, ты должен рядом со своими находиться, чтобы если вдруг кто-то застрянет, или какая-то поломка, или замена колес, чтобы помочь. Но у нас всегда командный дух присутствовал, и это отработано годами. Самый стабильный результат показывал Андрей Каргинов. Пилот установил личный рекорд. На 5 этапах подряд его боевой КамАЗ приходил на финиш первым. А на 12-м, заключительном, который уже ничего не решал, экипаж Каргинова увеличил свой отрыв от Антона Шибалова до 42,5 минут в общем зачете грузовиков. Полностью российским подиум не получился. 3-е место занял белорусский экипаж Сергея Визовича на МАЗе. Свою победу «Синяя Армада» посвятила столетию создания КССР. Очень рад победе экипажа Андрея Каргинова. Андрей двукратный и чемпион Дакара. И очень здорово, конечно, что мы в очередной раз доказали, что российские КамАЗы самые быстрые грузовики на бездорожье в мире. И хочется огромные слова благодарности сказать, в первую очередь, конечно, команде, экипажу, который терпел весь тот темп, который задавали наши соперники, нашим болельщикам, нашим партнерам. То есть огромное всем привет. Спасибо большое, что переживали, верили в нас. Первым, кто поздравил Андрея Каргинова с победой, был его отец. СМС с единственным словом «Поздравляю». Все 2 недели, пока шла гонка, Олег Харитонович пристально следил за успехами своего сына. Дакар свой сайт имеет, там много ссылок. В основном там болельщики, они очень сильно переживают за всех. Вот я к ним присоединяюсь и вместе с ними переживаю. Как бы толкаю его своего сына, да. Вот. Толкать, то есть морально? Конечно, на состоянии, да, флюидами. Когда Андрею исполнилось 8 лет, он привел его в секцию картинга. Как признается отец теперь уже двукратного победителя Дакара, 30 лет назад он даже не предполагал, что Каргинов-младший достигнет таких спортивных высот. Так же, как и сейчас и внук, то же самое. Лишь бы ребенок вырос мужчиной, личность воспитать. Вот для меня это главное. Теперь спортивную династию автогонщиков решил продолжить и Захар, старший сын Андрея Каргинова. Пока отец на соревнованиях, дед – главный помощник и наставник. Я не буду сворачивать с тропы и буду идти по папиным стопам. Захар – один из 10 челнинских мальчишек, которые входят в состав команды КамАЗ-Мастер Юниор. 3 года назад ее создали с одной целью – воспитать новое поколение гонщиков. Здесь все серьезно. Тренировки в спортзале, автодело в теории и на практике. И, конечно же, участие в турнирах по картингу. Данил Телепов – тоже будущая звезда российского автоспорта. Пилоты КамАЗ-Мастер, они представляют для нас ориентир. Мы стараемся ориентироваться на их поступки, и они влияют на наши результаты. Также мы очень рады, когда они тоже посещают наши соревнования и участвуют среди них. Приятно видеть их в пелотоне, как своих соперников. Золотые бедуины Дакара, кубки и призы ралли-рейдов «Шелковый путь» и «Африка-рейс». Среди экспонатов Музея истории КамАЗ-Мастер фотографии совсем молодых Эдуарда Николаева, Айрата Мардеева, Антона Шибалова. Они тоже начинали свою карьеру в картинге. Как говорит Айдар Беляев, в планах команды открыть еще секцию баги – легких внедорожников. Екатерина Шибалова не исключает, что дочка Мирослава тоже может продолжить династию автогонщиков. Нет, пусть сама вырастает, смотрит. Ну, конечно, мне кажется, папа будет ее там подсаживать. А, давай покатайся, что-нибудь такое. О, я тут случайно карт купил. Может, такое что-то будет. Пока шла гонка, работа в научно-техническом центре КамАЗ-Мастер не останавливалась ни на минуту. Конструкторы и механики уже создают новые гоночные грузовики. Этот автомобиль скоро поедет на гонку, может быть, на Силквей. Это начало
так скажем, позвоночник, если аналогию с человеком провести, вот новые машины. Нет сомнений в том, что новые машины будут лучше прежних, а значит, от «Синей Армады» стоит ждать новых побед. Елена Горбунчик, Андрей Ключников, 7 дней.